В День Героев Отечества памятные мероприятия в столице республики начались с возложения цветов к мемориалам «Вечная слава» и «Скорбящий воин». В годы Великой Отечественной войны через военкоматы республики на фронт ушло более 170 тысяч человек. Из них только 40 тысяч вернулись домой. После Великой Отечественной уже в современной истории страны свыше 11 тысяч солдат из Коми прошли Афганистан, Чечню и другие горячие точки. Сотни погибли на поле боя. Сегодня верных сынов нашего Отечества призвала специальная военная операция. Вновь настало время героев, самоотверженных и храбрых, искренне любящих свою страну, отметил глава Коми. В этот день для учеников Сыктывкарской школы и воспитанников детского дома номер 3 глава Коми провел урок мужества. Владимир Уйба рассказал о подвигах наших земляков и отметил, что герои – это чьи-то отцы, братья, мужья и сыновья, которые когда-то тоже были простыми мальчишками, но в непростые моменты для страны без раздумий встали на ее защиту. Это также люди высочайшего мужества, героизма. Многие из них отдали свою жизнь за Родину, за исполнение своего воинского долга, за спасение товарищей. И сегодня для нас, да и всегда, герой России – это человек, который олицетворяет в себе самые лучшие качества. Чтить подвиг и никогда не забывать героев – священный долг каждого. Сегодня сотни бойцов из Коми мужественно и отважно сражаются на передовой. А здесь, в тылу, на их примерах стойкости и силы духа важно воспитывать подрастающее поколение. Служить России, суждено тебе и мне. Служить России, удивительной стране, где солнце новое встает на небе. С ответным словом выступил выпускник детского дома номер 3 Алексей Артеев. Несколько лет назад он рассказал главе Коми о том, что хочет поступить в одно из самых престижных военных учебных заведений в стране. И вот его мечта сбылась. Сегодня он курсант Рязанского воздушно-десантного командного училища. Уходящий 2023 год является годом педагога и наставника. Вы являетесь для меня наставником, потому что помогли определиться с важным решением моей жизни, с выбором моей будущей профессии. Вы являетесь опорой надежды Республики Коми. Ребятам хочу пожелать оставаться такими же мужчинами и защитниками своей Родины. Владимир Носов, Иван Поздеев, Александр Власенков, Олег Шипицын – герои России. Анатолий Хлобыстов, Виталий Лифенко – герои Республики Коми. Арсен Павлов – герой Донецкой Народной Республики. Они вписали свои имена золотыми буквами в новейшую историю страны. В День Героев Отечества в Республиканской филармонии прошла премьера фильма, рассказывающего такие разные и в то же время такие схожие истории наших бойцов, проявивших себя в ходе специальной военной операции, чьи поступки, подвиги были оценены наивысшей государственной наградой – золотой звездой Героя Российской Федерации. Этот кинопоказ стал финальным в проекте «Наши герои». За 2,5 месяца телеканал «Юрган» объехал все муниципалитеты Коми, а фильмы о наших героях увидели более 5000 жителей республики. День Героев Отечества – это не просто день в нашем календаре и не просто праздник. Это день и дань глубокого уважения к нашим защитникам, кто стоит сегодня за нас с вами на переднем крае и кто отдал свою жизнь за наше будущее и за будущее наших детей. Я очень благодарен нашему телеканалу «Юрган», который многое очень делает для того, чтобы увековечить память о наших ребятах, выезжают вместе со мной на наши новые территории, снимает непосредственно на месте те события, которые сегодня происходят, и ту судьбу, которую проживают наши ребята сегодня на передовой. Спасибо вам большое.
В каком бы районе ни проходил кинопоказ, истории земляков, отдавших все ради мирного неба, трогали до глубины души и взрослых, и детей. Вот и на премьере многие смотрели фильм о героях со слезами на глазах, но с нескрываемой гордостью за наших земляков, героев. В Ухте в День Героев Отечества открыли мемориальную доску первому герою Республики Коми Анатолию Хлобыстову. Ее установили в здании школы номер 19, в которой учился Анатолий. 30 июня этого года он погиб, попав под артобстрел. Они заинтересуются, я думаю, заинтересуются тем подвигом или теми людьми, в честь кого они открыты, а значит, что-то шелохнется в их сердце для того, чтобы, повторюсь, чтобы быть достойными гражданами нашей страны. Мэр Ухты Магомед Османов на открытии памятной доски герою-ухтинцу обратился к руководству школы с предложением выступить с инициативой о присвоении образовательному учреждению имени героя Республики Коми Анатолия Хлобыстова. Градоначальник отметил, что и мэрия, и совет города, безусловно, поддержат это решение. В День Героев Отечества в Ухте увековечили память и о Романе Попове. В августе 22 года он оставил мирную жизнь и отправился добровольцем на специальную военную операцию. На передовой он был ранен 4-жды, но каждый раз отказывался от госпитализации и возвращался в строй. 18 августа этого года Роман погиб, но память о нем живет. В эту субботу в его родной 20-й школе установили памятную доску. Прежде всего, это, конечно, гордость за брата, за то, что память о нем останется не только в нашей семье, но и будет в той школе, где он учился, где он вырос, где действительно заложили какие-то основы, которые позволили ему стать тем человеком, которым он стал. Вручили в Ухте и ордена мужества родным и близким бойцов, погибших при выполнении воинского долга в ходе спецоперации. Анатолий Хлобыстов, Михаил Катынский, Игорь Старцев, Алексей Касацин, Андрей Алексеев. Официальные документы и награды передали родителям и супругам наших защитников. Ухта не забывает своих героических земляков. Героя России подполковника ФСБ Александра Алексеева, погибшего в Первой Чеченской войне. Героя России Олега Шипицына, в марте 2022 года сражавшегося за освобождение Мариуполя. Он погиб в июле того же года. Героя Донецкой Народной Республики Арсена Павлова, легендарного командира батальона «Спарта», известного по позывному «Моторола». В этот день мы отдаем дань уважения и почтения подвигам, совершенным настоящими героями. Благодаря их мужеству и самоотверженности мы можем с уверенностью смотреть в будущее, гордиться своей страной и ее историей. Ордена мужества и медаль Суворова в День Героев Отечества вручали и в Сыктывкаре. Указом президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, были награждены Никита Рябов, Валерий Артеев, Герман Беккер, Руслан Газетинов, Илья Луканин, Александр Елфимов и Павел Зимин. Ваши сыновья, родные, сложную для минуту для нашего Отечества взяли в руки оружие и стали на защиту нас с вами, нашей отчизны. Они проявили свои лучшие человеческие качества – мужество, героизм. Сегодня мне выпала честь передать вам государственные награды. Государственные награды – это наша память, наша гордость за то, что они сделали для нашей Родины. Память погибших воинов почтили минутой молчания. Владимир Голдин заверил родственников, что они всегда могут рассчитывать на всестороннюю поддержку. А в канун Дня Героев Отечества руководитель филиала Фонда «Защитники Отечества» по Коми посетила семью погибшего участника спецоперации. Майор запаса Виталий Лифенко погиб 30 августа этого года. Награжден медалями за отличие в военной службе 1, 2, 3 степени, за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга. Ему присвоено высшее почетное звание Героя Республики Коми посмертно. В Сыктывкаре у Виталия Петровича осталась жена Елена и дочь семиклассница Диана. Он всегда по жизни был настоящим военным. Всю свою жизнь, можно сказать так, он прослужил в воинской части 51-34. Когда вышел на дембель, сам немножко долго переживал,
как будет вот у него в дальнейшем связана судьба. Было объявление о частичной мобилизации, соответственно, не остался он в стороне. Он действительно собрался, он серьезно со всеми и родственниками, и знакомыми, и сослуживцами, он прям настроенно, четко говорил, что он пойдет защищать свою родину. Елена поделилась воспоминаниями о службе мужа и отметила, что даже будучи на передовой, он не переставал быть заботливым отцом и другом.